Салям алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эмиль Алеев, и я вас приветствую на своей кухне. Для вас я сегодня приготовлю блюдо, которое принято готовить в священный день Ашура. Называется оно Ашир-Аш. Начало мусульманского летоисчисления связано с историческим событием из жизни пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему и благословение, переселение его из города Мекки в город Медину по повелению Аллаха. За отправную точку новой эры был взят день, когда пророк переселился, что соответствовало первому дню месяца Мухаррам. Мусульманский лунный календарь хиджра, как и солнечный, состоит из 12 месяцев. Первый день месяца Мухаррам отмечается Новый год по календарю хиджры, а 10-го отмечается день Ашура. Для приготовления сначала мы возьмем пшеницу, засыпем ее в кастрюлю. После чего мы должны налить воды так, чтобы вода покрыла пшеницу. Ставим отваривать. Варим пшеницу до готовности, чтобы добавить следующие ингредиенты. После того, как пшеница уже у нас отварилась, мы добавляем немного воды, после чего мы должны добавить бобовые. Я уже вам не буду говорить, как ее отварить, каждая хозяйка знает, как это делать. Мы должны добавить фасоль, должны добавить нохот. И кукурузу. После чего мы должны залить водой хотя бы на 2 пальца и довести до кипения. После того, как наши бобовые закипели, мы должны добавить немного сахара для того, чтобы подсластить наше блюдо. По одной из легенд, воины, которые попали в окружение, они остались без продуктов питания. Но несколько воинов нашли в своих карманах кукурузу, пшеницу, фасоль, сухофрукты, грецкий орех. Они с этих ингредиентов приготовили себе еду и за счет этого выжили. После того, как мы отварили наши бобовые, мы убираем в сторону. После чего мы должны 3-5 минут варить курагу, инжир для их смягчения. После чего они будут нашим украшением. Добавим фиников, также 3-5 минут, чтобы оно варилось, после чего мы будем их измельчать и добавлять уже вместе с бобовыми. После того, как наши сухофрукты отварились немного, мы сливаем воду, после чего мы нарежем сейчас и погрузим это все вместе с бобовыми. Соответственно, это все нарезать, как вам будет удобно, либо кубиками, либо продольными частями, для того, чтобы было удобно есть. Давайте теперь финики отделим от кости, а сухофрукты остальные мы нарежем дольками. Для людей сунны в этот день Адам раскаялся в своих грехах. По преданию, пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалам, произнес памятные слова: «О люди, спешите делать добро, ибо этот день
В этот день Аллах благословил Адама. Также считается, что в этот день это блюдо ашараш должны раздавать в первую очередь бедным, а также своим родственникам и гостям. Это блюдо можно готовить в течение всего месяца Мухаррам. После того, как мы измельчили наши сухофрукты, мы их должны добавить вместе с бобовыми. После чего прокипятить. А в это время мы измельчим грецкие орехи для украшения нашего блюда. Доводим до кипения. Теперь измельчим орех, после чего мы будем его присыпать. После того, как мы измельчили орех, в ашараш добавляем мед, закинем еще палочку корицы для ароматности. 1 минута, и наше блюдо готово. Наше блюдо ашараш готово. Теперь мы его подадим. Положим это все в чашку, либо касушку. Добавляем перетертый орех и украшаем курагой, фиником и инжиром. Приятного аппетита! Аштат лоус! Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является для нас примером во всем, в том числе и питании. Любимым блюдом посланника Аллаха, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, является наше следующее блюдо – тирик. Для этого необходимы следующие ингредиенты: репчатый лук, замоченный нут, 1,5 килограмма молодой барашки, куриные яйца, чеснок и для сервировки лаваш. Добавим воду в казан. И закинем мясо молодой баранины. Ставим на медленный огонь и начинаем варить. После того, как вода закипит, мы будем снимать пену. А пока наше мясо закипит, мы нарежем лук и кинзу. Лук нарезаем полукольцами. В те времена готовились и другие блюда из мяса козы и овцы на сыворотке молока. Это блюдо называлось мадира.
Вот и подошла наша первая пена. Давайте ее снимем. Пену в первую очередь нужно снимать для того, чтобы у нас был прозрачный бульон. Затем давайте нарежем кинзу. Добавляем кинзу, лук репчатый, кинза придает такой аромат, вы себе даже не представляете. И ноход. Нут, который я замочил с вечера, также будем добавлять в наше блюдо. Нут содержит очень много белков и углеводов. Регулярное употребление нута снижает холестерин в организме человека. Вы не представляете, насколько ароматный этот запах. Но мы еще добавим молотый кориандр. Немного тмина. И черный перец. Перемешаем. Ну а пока варится наш вкуснейший тирит, мы возьмем предварительно вымытых 6 яиц, разобьем и собьем венчиком. Куриные яйца будем взбивать в однородную массу, после чего будем погружать в тирит. Яйца взбили, добавляем в наш тирит. Ну а пока наш вкуснейший тирит томится, мы его накроем крышкой для сохранения ароматов наших. После чего мы с вами приступим готовить один из любимых десертов пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, арбуз с финиками. Как вы знаете, погода в Крыму изменчива. У нас пошел дождь, но мы не расстраиваемся, так как дождь – это благословение Аллаха. Аллах во время дождя принимает наши искренние дуа.
Ну а теперь мы приступим к приготовлению любимого десерта пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, арбуза с финиками. Для начала я разрезаю арбуз на 2 равные части. Посланник Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ел арбуз с финиками и говорил: устраняйте жар первого холодом второго, а холод этого жаром того. Разрежем наш арбуз также на 2 равные доли и очистим его от кожуры. После чего мы выложим равные дольки арбуза на нашу чашу. А теперь украсим наш арбуз финиками. Финики – это удивительный плод, которая продлевает жизнь и укрепляет здоровье человека. Даже в священном Коране слово «финики» упоминается более 20 раз. Этот сладкий плод очень целебный и полезный. Вот наш десерт готов. Кожуру уберем в сторону. К этому моменту наш тирит уже почти готов, но мы должны добавить еще мед. Но как мы это сделаем? Возьмем бульон и смешаем с медом для его растворения. После чего добавим обратно в тирит и перемешаем. И для пикантности вкуса добавим шафран. После чего наше блюдо готово. Перемешаем. И приступим к сервировке. Наш вкуснейший и ароматный тирит готов. Берем тарелку, укладываем на нее лаваш. И накладываем сверху это вкуснейшее блюдо. Насколько оно ароматное получилось, насколько оно вкусное, насколько оно полезное. Перед этим вкусом, я думаю, даже сытый не устоит. Наше блюдо готово.
А теперь я напомню вам, из каких ингредиентов я готовил эти вкуснейшие блюда. Ашир-аш. Взял 1 стакан очищенной пшеницы, залил ее водой и поставил варить. Добавил полстакана предварительно замоченного нута, полстакана предварительно замоченной фасоли, полстакана зерен кукурузы. Все ингредиенты добавил в кастрюлю. Сварил до готовности. Добавил полстакана сахара, 200 грамм меда, палочку корицы, 15 фиников, 7 плодов инжира, 7 плодов кураги. Поставил на 5 минут провариться. После этого мелко нарезал сухофрукты и смешал. Сварил до готовности. Посыпал дробленными грецкими орехами и украсил сухофруктами. Тирит. Для этого необходимы следующие ингредиенты. Репчатый лук, замоченный нут, 1,5 килограмма молодой барашки, куриные яйца, чеснок и для сервировки лаваш. 1,5 килограмма баранины залил водой и поставил варить. Нарезал репчатый лук и пучок кинзы. 3 стакана предварительно замоченного нута добавил к мясу. Заправил молотым кориандром, черным перцем, солью. Добавил в тирит 6 куриных яиц. Сварил до готовности. Полстакана меда растворил в бульоне. Добавил шафран. 5 минут и тирит готов. Дорогие друзья, для вас я сегодня приготовил поистине благословенные и полезные блюда. С вами был Эмиль Алеев. Приятного аппетита! Аштат Лоулсон.